нож в большой столовой или большой камин. Именно здесь зачастую проводятся все пиршества и торжества, которые любит устраивать мой родной брат Карл Станислав Ермак неполноценно родился. Но, правда, так уж повелось, что все его называют попросту Пани Кахан. Дело в том, что у нас в доме всегда собирается очень много людей, и он просто-напросто не может никак запомнить всех по именам. И вот, дабы никого не обидеть, ко всем обращается одинаково. То есть Пани Кахан, что в переводе с польского языка означает «мой любезный друг». Кстати, оформление этого зала – это его идея. Обратите внимание на деревянные панельки на стенах. Дело в том, что пусть имеет у каждой из них, но не нормально. И сравните ни на одной он не повторяется. И, кстати, деревянные балки на потолке – это также его идея. Дело в том, что он занимает очень высокое положение в обществе, в политических кругах, но уже успел прославиться своим вспыльчивым характером и неординарными выходками. Представляете, что он недавно учудил? Этим летом, когда стояла безумная жара, у нас в доме собрались очередные гости, и ему захотелось их чем-то удивить, чем-то особенным. И он пообещал, что утром, когда гости проснутся, наступит зима. Ну, должна признаться, что никто не поверил. Но каково же было наше удивление, когда утром мы обнаружили, что вся дамба, которая ведет костел, была усыпана чем-то белым. Представляете, это оказалась соль. Я думаю, для вас не секрет, что в наши дни соль стоит безумно дорого. И вот на дороге стояли сани, в которых были запряжены медведи. И вот такое катание на санях летом для наших гостей и устроил мой брат Пани Кахан. Я думаю, вы уже догадались, что сегодня он также не мог остаться безучастным и подготовил для вас небольшой музыкальный сюрприз. Давайте послушаем.